Не только создавать, но и продавать. С открытием обувной фабрики ингушский рынок обещает выйти на новый уровень. Каждое изделие изготавливается из высококачественного материала. Ну а как это происходит, мы сейчас с вами понаблюдаем. Для производства обуви используют натуральную кожу, в основном буйвола и даже экзотическое сырье, которое поставляется из Африки, Германии, Турции, Америки и Италии. Первый этап работы простой, но самый важный. В раскроенном цехе изготавливают несколько десятков составных элементов будущего изделия. Эта машина работает в нескольких режимах, установленных оператором. Следующий цех пошивочный. Здесь подшивают кожаные детали для получения заготовок. Хади Аушева работает на фабрике со дня ее открытия. Женщина отшучивается, что была в числе великолепной первой восьмерки. Начинала с простой швеи, теперь же специалист по пошиву обуви. Это вот задняя часть обуви. Вот видите, вот каждая деталь вот так вот складывается, прошивается, обрабатывается, клеится. Вот так вот соединяется. Это вот вся вот задняя часть обуви. Потом я ее поэтапно уже передаю в другие руки. Что для вас самое главное в процессе? Самое главное – это внимательность, усидчивость и знание своей работы. Условия для нашей работы создаются и созданы. Сейчас на фабрике трудится 80 человек, а это даже не половина от возможного. Трудоустроиться еще могут 100. Обучиться всем тонкостям мастерства помогут на месте турецкие специалисты. Сотрудники оформляются согласно трудовому закону. Им гарантирован полный соцпакет и заработная плата уже с этапа обучения. Первые 2 месяца у нас идет месяц 15 тысяч. Это курс обучения. 2 месяца проходят. Мы уже смотрим, насколько уже человек в плане, в курсе, обучения. Если человек уже растет как специалист, соответственно, мы уже поднимаем зарплату. После 2 месяцев у нас идет 20 тысяч, дальше 25. И уже как специалист растет, так и зарплата будет. Самый последний этап производства обуви – отделка каждого изделия. Современное оборудование позволяет сделать это быстро и качественно. При температуре свыше 80 градусов составные части склеиваются и отправляются под пресс. А вот Фатима Бекова пришла на фабрику относительно недавно. Узнав про условия, не смогла упустить эту возможность. Этому поспособствовали профессионализм начальства и хорошая атмосфера в коллективе. يمشي كرسي وشون باش هذا دي حقسي أنا خاطر ما سيرج أنا أنزل خاطر نو هانتو جاي بس بينا تشعر وجوات حمد صخور حدي كوا وحقيق يخي بعد شهر حلق بوه بيجملو حمواج مبير أقارب خاص أبي سمح من صخور حاليا اشتر. Зона отдыха, время для намаза, в скором времени и корпоративный транспорт для персонала. Здесь создают максимально комфортные условия. Одно из них и бесплатный обед. Мужчины и женщины едят отдельно. Для этого выстроили специальное расписание. В общем, все для комфорта и качественного процесса работы. Те мощности, которые мы сегодня имеем, и в плане персонала, и оборудования, мы на Северном, даже Южном федеральном округе, можно сказать, одни из самых крупных. Мы сегодня можем позволить себе даже при неполной загруженности даже в день до 2-3 тысяч пар обуви выпускать. Дальше расширяться. Запускаем носочное оборудование, картонажное. Соответственно, штат будет увеличиваться. В общем, планы далеко идущие и осуществимые. Сейчас у инвесторов фирмы Филиджи Пеле договоренность с известными мировыми брендами, такими как Дольче Габбана, Луи Виттон. В своей сфере они занимают 13-ю строчку в фирме по качеству продукции. А вот в этом отделе хранятся уже готовые изделия. Сейчас более 2000 наименований, среди которых в основном зимние. Обувная фабрика поставляет свой товар на ингушский рынок, но в скором времени планируют и на российский. Хава Гагиева, Магомед Дидигов, Новости 24.